Территориальные принадлежности Абхазии к Грузии до сих пор будоражат умы людей, в то время как Грузия и все международные сообщества признают эту территорию грузинской, абхазские власти при поддержке России позиционируют себя независимым государством. Но чем в действительности является Абхазия, исконно грузинской землей или отдельной страной? Для того, чтобы ответить на данный вопрос, стоит углубиться корнями в историю. Археологические материалы, найденные при раскопках на Черноморском побережье, относящиеся к 3-2 тысячелетий до нашей эры, дают основание предполагать, что с указанного времени и до античной эпохи Западное Закавказье было населено в основном картвельским, то есть грузинским этносом. Исторические источники указывают на наличие здесь единой колхидской западногрузинской культуры. Колхида была населена исключительно колхами. Колхи – это собирательное название западных древнегрузинских племен – мигрелов, лазов, имеретинцев, сванов и других, а также частично и восточно-грузинских племен – мосхов и джавахов, занимавших территорию юго-восточного, восточного и северо-восточного Причерноморья. Греческие письменные источники Гекатей Милецкий в VII веке до нашей эры, Геродот в V веке до нашей эры, Скилак Кариатский в IV веке до нашей эры, Страбон в I веке до нашей эры и другие свидетельствуют, что в это время царство Колхида охватывало всю Черноморское побережье от Никопсии, сегодняшней Туапсе, до города Трапезунд. На основании данных источников совершенно очевидно, что в первой тысячелетии до нашей эры территория современной Абхазии полностью входила в пределы Колхидского царства. Авторы II века Флавий Ариан и Клавдий Птолемей упоминают в своих трудах, что на территории Апсароса, недалеко от города Батуми и до Никопсии, это современный город Туапсе, проживали собственно мигрелы. Севернее мигрелов в горах проживали также картвельские, грузинские племена сваны, а южнее мигрелов от Трапезунда до Апсароса проживали лазы. То есть уверенно можно сказать, что на территории сегодняшней Абхазии изначально жили грузины. После ослабления и распада Колхидского царства в I веке новой эры на Черноморском побережье Грузии образовались зависимые от Рима этно-административные единицы – Лазика, Апсилия и Абазгия. С III века начинается усиление Лазики, а в IV веке на территории Западной Грузии образовалось Лазское царство. Лазика в греческих письменных источниках являлась непосредственной преемницей Колхиды. Например, Прокопий Косарийский пишет «Колхида, которая отныне именуется Лазикой». В IV веке Лазское царство ослабло в результате персо-византийских войн, и Византия установила свою власть над Абазгией. Ее правители назначались имперской администрацией, одновременно являясь подданными царя Лазики. Абазгия, то есть Абхазия, подчинила себе соседние этно-административные единицы, расширив территорию до реки Галидзе. В середине VIII века произошло объединение Абазгии, Абхазии и Эгрисии, Лазики, и границы Абазгии охватили уже всю Западную Грузию. Правитель государства, являвшийся вассалом Византии, именуется грузинским титулом Тавари, то есть князем. По сведениям грузинских письменных источников, последний представитель Картлийского царствующего дома, бездетный Арчил, выдал замуж за абхаза Леона I свою племянницу, дочь скончавшегося царя Мира, и передал ему корону Эгрисии. Это обстоятельство дает основание считать, что объединение Эгрисии и Абхазии, то есть создание единого западногрузинского государства, было добровольным династическим актом. Воспользовавшись непростой внутриполитической ситуацией, сложившейся в конце VIII века в Византии, Леон II освободился от вассалитета империи, объявил себя царем и завладел Абхазией и Эгрисией, то есть стал правителем единого западногрузинского государства. В письменных источниках нет прямых указаний на этническую принадлежность населения страны. Одни исследователи считают их собственно абхазами, то есть не грузинами, другие греками, а некоторые грузинами. При этом следует учесть и то обстоятельство, что армянский историк X века Иоанн Католикос именует это государство Ашхари Грецуц, то есть страна эгриссов.
а их царей царями Эгрисси. То есть для наших ближайших соседей это грузинское государство Эгрисси, их цари грузины, а преобладающее население тоже грузины. С данной проблемой непосредственно связаны вопросы титулатуры. В 9-10 веках цари западногрузинского государства в своих трудах именовали себя лишь царями, не считая нужным уточнять, откуда они родом. Например, царь Константин III, царь Георгий II, царь Леон III считались царями всего государства. После коронации первого царя единого грузинского феодального государства Баграта Багратиони, состоявшейся в 978 году в городе Кутаиси, в грузинских письменных источниках они начали именоваться царями абхазов. Ни в одном из известных письменных источников с 7 по 10 века это западногрузинское государство не именуется Абхазским царством. Известный персидский историк X века, автор Кадебес Худад аль-Алем, книга границ стран, называет Черное море Горджи-Дария, то есть морем грузин. Если бы Абхазское царство было бы не грузинским государством, то Грузия бы не имела выхода к Черному морю. Соответственно, персы бы не стали называть Черное море в честь грузин. Государство, образовавшееся после объединения Западной Грузии, именовалось Абхазией, так как ее правители были из, собственно, грузинской историко-географической области Абхазии. Важно, что они были грузинскими царями грузинского государства. Не только грузинские, но и известные абхазские историки в советское время считали Абхазское царство западногрузинским государством. Следует также отметить, что столицей царства был один из древнейших центров грузинской культуры – город Кутаиси, а не Анакопия, являвшийся резиденцией абхазских аристалов. Согласно административной реформе, проведенной царем Леоном, в государстве были созданы 8 административных единиц с ариставством: Абхазское ариставство, Сухумское, Эгрисское, Кутаисское, Рача-Ленчхумское, Сланетия, Аргветия и Низовое Имеретия. Даже если допустить, что население, преобладающее в абхазском ариставстве, было не грузинским, что маловероятно, то все остальное было собственно грузинским. Так что это царство, как по территории, так и по населению, было грузинским государством. Именно при активном содействии царей Абхазского царства Западная Грузия в 9-10 веках вышла из подчинения Константинопольскому патриархату и вступила в юрисдикцию грузинской Цхетской кафедры. Несомненно, что освободиться от политического влияния Византии было очень трудно, но гораздо сложнее было избавиться от религиозно-культурного влияния Константинополя. С этой целью западногрузинские цари упразднили греческие епископские кафедры, которые являлись опорой Константинополя, и взамен основали новые грузинские кафедры внутри страны, которые впоследствии стали центрами грузинской культуры. Если бы Абхазское царство и его цари были бы не грузинскими, то церковь Абхазии вряд ли была бы выведена из-под подчинения Константинополю и введена в общегрузинский Цхетский католикосат. В царстве были созданы грузинские географические и гимнографические произведения, хроники царей, а также памятники грузинской архитектуры. В X-XI веках в результате упорной борьбы произошло объединение грузинских земель и создание единого грузинского средневекового государства Сакартвело, то есть страна грузин. Древние абхазы, апсилапшилы и абазгабхазы, упоминаемые в источниках, в историческом и культурном отношениях были такими же грузинами-картвелами, как и эгры, сваны, имеретинцы, кахетинцы и все остальные картвельские грузинские этнические группы, и принимали такое же участие в строительстве грузинского государства и грузинской культуры, как и все остальные картвельские грузинские этносы. В конце 15-го, начале 16 века из-за ослабления внутренних противоречий и неблагоприятной внешнеполитической обстановки единое грузинское государство распалось на 3 царства – Картли, Кахети и Имерети. Кроме того, возникло отдельное княжество Самцхесаат-Абаго, историческая Месхетия. И вот тут начинается самое интересное. В начале 16 века произошло переселение племен с Северного Кавказа, в результате чего в Западной Грузии образовалось
образовалась община представителей черкесско-адыгских этносов, которые, видимо, именовали себя Апсуа, однако у них не было письменности, и это самоназвание нигде не зафиксировано. В конце 16 века иммиграция с Северного Кавказа становится еще интенсивнее. Начинается абхазизация, точнее сказать абсуизация края, что отражено в нарративных грузинских и иностранных источниках и документах, а также освещено в специальной литературе. Таким образом, в 16-17 веках границы западно-грузинской епархии сужаются, так как грузины-христиане постепенно вытесняются с земель, расположенных за рекой Ингурой. Отражать нападения переселенцев становилось все труднее. Следует также учесть и то весьма важное обстоятельство, что приблизительно до 17 века абхазы в социальном отношении, по культуре и вероисповеданию не отличались от остальных жителей Грузии. По свидетельствам иностранных авторов, например, Джованни Джулуано де Лука, который находился на территории Западной Грузии в 1630 году, пишет: «Они, то есть Апсуа, не живут в городах. Их жизненные нормы схожи с черкесами. Их язык отличается от языка соседей, грузин. Они не имеют письменности, письменных знаков, живут в лесах, хотя по вере будто христиане, но без всяких обычаев и тому подобное». В 1640-х годах в Грузии находился известный турецкий географ и историк Эвлия Челеби, который свидетельствует о наличии в Абхазии отличного от соседних грузин быта и культуры. Там к этому времени уже господствует ислам, но по его словам, жители не знакомы с Кораном и вообще у них нет никакой религии. Все эти сведения относятся не к грузинам-абхазам, а к северокавказским переселенцам, которых, как уже было сказано мной ранее, называли и называют абхазами, самоназвание которых Апсуа. Как явствует из сообщения Эвлия Чалеби, этот народ Апсуа отличается от соседних абхазов, имея в виду абхазов-грузин. На карты, составленные иностранцами в XVI веке итальянцев Батиста Агнези и Джакобо Гастильди и португальца Диего Хомени, Абхазия населена мигрелами. Все восточное побережье Черного моря, приблизительно до современного города Туапсе, обозначено как Мигрелия. Впервые Апсуа упоминаются в сочинении римского историка I века Плиния, согласно которому они локализуются на Северном Кавказе. На итальянской карте 1561 года Джакобо Гастильди на Северном Кавказе, севернее Самигрело, на среднем течении реки Кубань, локализуется страна Апсуа. А вот на карте немецкого путешественника и картографа Йохана Грасля, составленной уже в 1856 году, можно увидеть, что на территории нынешней Абхазии, а точнее в Кодорском ущелье, локализуется народ под именем Апсуа, а на западе, в окрестностях города Сухум, то есть в центральной части Абхазии, отмечен народ под именем Абхаз. Вот еще одно доказательство, что абхазы и Апсуа – это два совершенно разных народа. Сегодня происходит изгнание аборигенного грузинского населения и, собственно, абхазов Апсуа с их исконных земель. Территории самопровозглашенного государства Апсны, то есть Абхазии, заселяются иноземцами, распространяются русские паспорта. Абхазский, то есть апсуйский язык заменяется русским и начинает вымирать. Подобные и другие мероприятия ставят под сомнение будущее самых абхазов Апсуа. Может, им стоит задуматься о положении соседних северокавказских народов, например, о судьбе своих ближайших родственников убыхов. Абхазия – это исконно грузинская земля, которая всегда входила в состав грузинского государства. Современные Апсуа-абхазы, которые всегда составляли меньшинство населения Абхазии, имеют претензии на всю территорию бывшей автономной республики. Апсуа-абхазы – это нация со строго выраженным национальным самосознанием, которая имеет полное право жить в Грузии, как и жила, иметь административное самоуправление в пределах своего компактного проживания, развивать свою культуру, письменность, язык, образование, науку и искусство. Абхазы, Апсуа и грузины должны найти общий язык и жить совместно в мире. Конфликт необходимо урегулировать мирным путем. На этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.